Вторая на пенопласт. Поехали. Третья на сало. Полетели. Готово. Кукурузка пошла в бой на 4-й. Вот тут ямка. Вот она где. Здесь получается, да? 5-я, ребята, сало с пенопластом. Бутик. Отлично. Ну ладно, посмотрим. Червя пока не буду. Мало у меня. Закидушки стоят, ребят, четко. Воды нету. Течение минимальное. Вот. Посмотрим, что у нас будет. Будет вообще или нет. Связь тут ни о чем. Вот. Время-то еще и ранее, ребят. Рано-рано. Я выехал-то что-то рановато. А так, думаю, посмотрю обстановку. Вообще на реке тоже давно уже не был. Такие дела. Но здесь локация интересная, ребят. Если, допустим, вот на камне, на галечник езжу, ну там лещ. А здесь в перемешку и ясь попадается. Ну, я уже как бы слыхал, я останавливался. Тут мужиков смотрел, бывало. Так что не знаю. Всяко может быть. Вот свальчик получается вот здесь, правее. Я думал, он левее, он чуть правее получается. Ну, никаких клипс нету, ребят, так что если где-то что-то, какая-то дистанция, что-то, это уже в течение рыбалки все мы увидим и будем уже переставлять, какие-то смещать там и так далее. Что, пока лагерь, наверное, поставлю, палаточку. Ветер, правда, ветрено, такие порывы серьезные. Поставим палаточку, что-нибудь покушаем, что-то есть охота, ничего сегодня не ел. Такие дела.
Так, друзья, ну что, палаточка готова. Быстро. Берег, МФП-2. Для одного, ребят, палатка просто прелесть. Тут вдвоем, в принципе, можно. Она исполнена так интересно. Тут типа как тамбур. Вот такое крыло можно затягивать. И дополнительно какие-то вещи складывать. А так, москиточка. Вот. Еще одна дверь. Окна. Два окна, ребят, больших. Москитка. Что вот для лета самое то. Самое интересное, что можно полностью открыть, ребята. Вот так, видите, окно я развалил. А можно вот такую перегородку ставить. Как бы и нормально. Выход под печку. Карманчики. Летний пол, ребят, я его полностью не стал стелить. Песок буду ходить. Так, вот здесь себе сделал. Сложил в два раза. И тут пенка будет. Спальник, подушка. Вот. Занес уже. Тут у меня вещи теплые. Гаджеты. Короче, вот так. Все, пускай стоит, потом закроем. Ну, здесь крючочки по краям, вешать одежду. Здесь как бы нормально. Я считаю, вообще огонь. Вот. Все, пойдем кушать, ребят. Что-то проголодался. Так, по-быстренькому, ребят, перекусим. Сегодня я мясо взял. Вечером мясо с картошкой пожарю. Картошка своя. Кстати, в этом году урожай, ребят, плохой. Картошка уже вся желтая. Короче, уже все, надо ее копать. А самая крупная, не знаю, может вот такая. В этом году, короче, урожая нету, ребят. Так. Хлеб, колбаска, наверное. Огурчик, помидорчик. Все, потом будем ночью. У меня тут, конечно, даже шоколадка, ребят, есть. Опа. Всем приятного, ребята. Пока палатку ставил, что там какой-то бряк был один. Ну все. И мошка пошла. Так, на ход ноги. Вкусная колбаска. Что-то подсасывает, прям не могу. Так, ну что, перекусил, ребятки. Побросаем, покормим к вечеру. Ну, грязь немножко есть. Без нее никуда. Что, водичка прибывать начала. О, крючки пустые. Ну, тут где-то я слышал, что-то звенело до этого. Когда палатку ставил, как раз где-то в этом, ребята, углу у нас что-то тут звенело. Тут я не помню, что было. Что поставить? Пенопласт. Пенопласт тоже крупный, конечно, блин.
Поменьше бы. Ну ладно. Какой есть. У меня, правда, еще белый есть. Там, в принципе, можно что посмотреть. Каких-то поменьше. Раз. Два. Опа. Поехали. Готово. Народу, кстати, тоже одна лодка всего прошла. Тишина пока. Оп. Вот свальчик где, блин. Вот тут что, ребята, вот на эти две будем надеяться. Свальчик прямо здесь вот начинается. Такая поклевка, бля. Ё-моё. Сидит. Первый. Я думал, ты ушел, бродяга. Пошел штаны одевать. Звоночек, ребята. Подлещик небольшой. Что, возьмем, наверное, что, да? Садок замочим. Лаврушка, ладошник. Пошел штаны одевать, солнце село, блин, холодно. И как раз я думал, все, ушел. Но на коротке, поводочки короткие, звон сильный. Так, ладно.
Так, ребят, ну что, темнеет уже. Сейчас хорошая поклевка. Пока там переодевался, ковырялся, блин. И не успел. Я вот не знаю, на вот этих коротеньких поводках, скорее всего, ждать не надо. Если вот он взял, бишь он уже рядом. Надо сразу брать просто и все. Прохладно, блин. Пришлось одеться. Сразу солнце село и сразу так бух. Знаете, сразу так похолодало. Надо костерок распалить. Не знаю, посмотрим. Ну это вот вторая поклевка, что-то такое более-менее. Ну и на пенопласт, ребят. Червя ставлю, обсасывают. Пенопласт мелочь не трогает. Вот хоть как-то так. Не знаю, поглядим. Может, что и получится. Да иди ты, этот бубенчик, блин, вонючий. Вот это поймет. Вот это бегемот. Вот это бегемотик. Ребят, смотрите, какой головоль. Вот это пойдет. Блин, зря отсюда смеликата убрал, наверное. Красавец. Вот это конь. Килограммная она, блин. О, прикормочку пылесосит. Фух. Ну, отлично. Хороший богатырь. Блин, а. На пенопласт. Зверюга, блин. Фух. Вот это он дал, блин. Я думал, он сломает удочку. Кабан, блин. Да, таких я не ловил, блин. Головлей, блин. Нормальный движ, ребятки. Я он даже растянул, блин. Опа. Все. Отлично. Пенопласт, ребят, кстати, этот, как правильно называется, флюоресцентный, как там он, ну, короче, он светится. Ну и прикормка во рту. Пылесос, ходил, пылесосил, ну и шарик сосал. Здесь как раз уже выход, не так уж мелко, не так уж глубоко, а там крайне стояла вообще мелко. Я ее вот убрал. Может вернуть? Как вы думаете, ребят? Красавец, конечно, голова. Здоровенный, блин. Расплодились они у нас. Раньше головля особо не было. Ези в основном. А тут такой головлик. Здоровый. Я его потом завешу. Ну, килограмм будет. В легкую.
Лампы такие, ребята, у меня появились. 2 штучки. Можно подвешивать, ну и можно ставить. Знаете, они такие, как под старину. Солнечная батарейка, то бишь солнечная зарядка. Не знаю, я еще не тестировал. Вот хочу поставить, чтобы так для уюта было. Чик. И свет регулируется, ребят. То бишь выключили, включили. И вот так. Поуютнее будет. Зашел, ребят, в бунгало. Замерз, блин. Конденсат такой. Палатка вся в таком, как типа инии. Ну, в палатке зато сухо. Класс. Вообще, ну, понятно. Ребята, осень. Плиточку завел. Сейчас немножко тепла дадим. Согреюсь. И отужинаем. Кусочек мяса там взял, ребята. Картошечка. Свеженькая. Поджарим все это дело. И нормально будет. Сейчас немножко. Не знаю, сколько градусов, ребят. Что-то обещали там 8, что ли. Ну, может, на реке градусов 6. Все. Лето заканчивается. Скоро будем печки возить. Все в этом духе. Ну, пока вот так что-то, я не знаю. По минимуму, как бы. Понятно, что и раскладушки же все есть. Это тащить что-то как-то так. Пару часиков там что. Ну, сколько там? 3-4 часа можно, в принципе, и так перекантоваться. Здесь травка. Нормально. Спальник. Блин, поклевка. Да ё-моё, только зашел же, надо. Сидел до талого, блин. Но никто не клюет. Замерз уже. Только зашел, на тебе. И какая, блин. Все, я понял. Опять это, блин.
О. Отлично. Ох ты, и отвалился. Стоять. Стоять, братец. Как ни крути, ребят, третья рыба на нее. Подлещик, голавль и опять подлещик. Это покрупнее чуть. Такой нормальный. Сидел, сидел. Скучал. На тебе, только зашел. Вот всегда так, Что-то начинаешь делать, и пожалуйста. Нормальный, пойдет такой уже. Какое-то место, что ли, там интересное. Или что? Я уже, кстати, вернул туда закидушку-то, ребят. На то место. Пенопласт. А червей там поставил. Нифига. Вот что-то интересно, как-то там рыбка ходит. Пенопласт даже на месте. Ну, поменяю, то слететь может, мне кажется. Да не, хотя нормально. На химию рыбачим, ребята. Ну, одна закидушка. Интересно. Ну все, ребят, перезабросил. В общем. Так, пенопласт он висит. Черви даже не поедены вот там вот в этом приемке. Интересно-то какое-то место. Там, я не знаю, метра полтора, наверное, в 2. Приямок такой в 4. И там уже где-то метра 2,5. Ну, как-то вот такая канава какая-то непонятная. И с выход с этой канавы дерево лежит. Вот. За которую порвал все. Ну, сейчас у меня прогал здесь. И работает одна вот, получается, закидушка. Подлещик небольшой. Бонус. Трофей. Ну, классно, головоль. Офигеть. Здоровый, Ну, подлещик сейчас такой более-менее грамм 500-600. Вот, связь вообще не ловит, не могу созвониться. Ладно. Ух, согрелся хоть более-менее. Да, все. Надо переходить, ребята, на осенний режим уже. Все, это уже не дело, да. Уже все быстро-быстро, конечно. Что-то даже как-то и не понял. Вроде недавно жара еще стояла, а тут бац. И уже так смотрю, солнышко садится. Уже деревья-то уже желтеют. Это очень быстро, туманно это все делают красиво. Короче, ребят, хорош базарить, надо поесть. Мясца поджарим сейчас. И будет ништяк. У меня есть картошечка вареная. Ну, уже готовая, домашняя. Кусочек сейчас поджарю. 100 грамм маханем. На сон грядущий, не знаю. Ну, так еще поваляюсь пока. Спать не хочу. Раза 2-3, наверное, выйду еще перезаброситься. Не знаю, поклевки будут, не будут. Время 11 часов. Такие дела.
Ладно, давайте замутим. Быстренько. Так, поехали. Немного неудобно так по-спартански на коленках, но ничего. Я сначала думал стейками пожарить, ребят. А я сейчас меленько нарежу. Вот так вот. Это быстренько обжарим в масле со специями. И картофанчика туда. И картофанчик тоже поджарю. Что-то жареного захотелось. Картошечки захотелось жареной. Посидим, побалакаем. Пока тишина. Научить все. Ну не клюет рыба, ребят, вообще не клюет. Плохо. Ребята сейчас тоже ездили. Тоже, говорит, плохо отстояли. Не знаю. Мы уже скоро будем выходить на Налима. Пробные выезды будем делать. Впереди дожди, смотрю. Так что водичка быстро у нас остынет. Вот сейчас быстренько курочка поджарится. Я много не брал. Ну, для одного там что. Так что частенько, ребят, продукты вожу. По настроению бывает охота заморочиться. Посидеть. Поготовить. Бывает что-то на скорячок. Тоже всегда всякое есть. И кашка какая-то есть. Короче, по настроению, ребята, все это дело. Как бы я никогда не планирую, как привести время, как оно будет. Потому что, ну, тут не угадаешь. Соответственно, место может неподходящее, там неудобно, что-то еще как-то. Ну, проще на скоряк что-то быстренько сделать. Ну, не особо стол тут, чтобы как-то заморачиваться. Ну, сегодня настроение есть. Время еще раннее. Посидим, поготовим. Налил масло, ребят. Такие специи у меня с собой. Вожу для рыбы. Универсальная. Для мяса. Удобно, кстати, очень. Сразу сыпанем, чтобы специи открылись. Вот так вот. Немножко. Сразу запашок-то пошел какой. Сейчас слегонца, ребят, я их раскрою мясо. Ну, потом можно картошечку уже будет пускать. Такие будут у меня, видали? Полосочки такие. Вот в этом вкусном масле будет жарить. Ах, запах-то какой. Пошел. Децл присолим. Вот так вот. О, во вкусном масле. Красота.
Ну что, ребятки, прошел к столу, как говорится. В хлам не стал зажаривать. Так, картошка молодая, она была отварена, ребят. Вот. И вот такое мяско, ребята. Под специями. То, что нужно. Замечено, ребят, когда сидишь на донке или вот на закидушке, и ты постоянно ждешь вот этого звоночка, и тебе всегда кажется, что, кажется, прислушивайся постоянно. Такие дела. Ладно, давайте будем. Будем живы, не помрем. Песня. Знаете, еще вот так можно. Вилку не стал доставать, хотя у меня есть. У меня там вилок, ложек. Готовил, наверное. Ладно. У меня даже лопатка есть, кстати. Силиконовая кисточка, штопор. Вот возишь этот хлам ненужный. 30 кружек, 15 тарелок. Лишний вес. Вкуснота, ребята. Еще огурчик есть. Сейчас поедим, перезаброшусь и лягу отдыхать. Будет звенеть, не будет, там уже дело маленькое, выбежим. А так сидеть. Мы уже поймали, нам хватит. Да, приятно, когда клюет, когда попадаешь на жор, ребята. Ну, в последнее время вот так штучно. Головой порадовал. На пенопласт. Прикольно. Вкуснота, ребята. Давайте подтягивать. Сейчас все съем. Конец августа. Начало учебного сезона. Тоже дочку потихоньку подсобрали. Ну, еще не все, но так, относительно то, что нужно было. Самое основное взяли в 5 класс. Новый шаг. Вот. Да. Я даже уже не помню, ребят, свои годы там. Так, что-то смутно. Ну, помню, конечно, но балбес я был, короче. Так, давайте за детей, за учебный сезон, за знания. Без них никуда. Хотя сейчас
образование особо много-то и не влияет, я смотрю. Вот. Много знакомых, много друзей, которые есть и хорошее высшее образование, но работают не по специальности. Так что здесь жизнь такая, ребята. Здесь такая штука, что она крутанется и даже не успеешь оглянуться, как все может измениться. Но пока ты наставник, ты родитель, то бишь ты отвечаешь за это дело. Ну я так что-то сдалека, ребята, зашел. Всех детишек, кто с учебным сезоном, давайте. Учеба это, ребята, свет. Сами знаете, да? Ох! Прям залетает. Можно руками, точно. Как вкусно получилось. Вы не представляете, ребята. Или специи так сделали, или я голодный. Все, вырубаю. Это меня сейчас понесет. Бесконечно можно будет. А вот плиточка перестала работать, и у меня, правда, открыто все. И прохладно. А спальник нормально будет. Сейчас запою. Потихоньку готовлюсь ко сну. Буду залазить в спальник, переодеваться, ребят. И хотел показать небольшую обнову. Взял специально на осень интернет-магазин компания Мимикрия, так называется. Вот такую боевую рубашечку. Многие знают, что я фанатею по камуфляжу. Вот, выбрал такую расцветочку. Это не просто футболка, а так и называется, ребят, боевая или тактическая рубашка. Вот. Вот так она выглядит. Ну, тут особо бегать нечего. Манжеты на липучках. Крепкий подлокотник с такой вставкой. Я так понимаю, что сюда можно какой-то вкладыш, что ли, вставлять. С правой и с левой стороны карманы на руках, на липучках. Ну и большая липучка, я так понимаю, под шеврон. Так как данные рубашки, ребят, хорошо используются в вооруженных силах. Вот. По тканям, по составам, ребят, особо не помню. Кому интересно, ссылочку оставлю, можете посмотреть. Так, составы я точно знаю: нейлон и рипстоп. Вот. Какие плюшки еще, ребят. Данная рубашка хорошо, прям супер отталкивает влагу, если вы вспотели, потому что как раз находится нейлон. Вот. Очень крепко прошито. Вот. Ну, я уже ее одевал, ребят. А так, в целом, будем, конечно, тестировать. Армированная прошивка, ребят. Вот. Я немножко знаю, потому что вещи покупал уже такого плана. И понимаю, что тактические вещи, они очень крепко делаются. Армированная прошивка. Вот. Плюс, помимо того, что, ребят, супер отталкивает влагу, ну, как получается, работает как термобелье. Здесь еще пропитка, ребята, ДВР, что ли. Ну, соответственно, она еще не впускает влагу. То бишь, какие-то брызги или небольшой дождик вам не страшен. Вот, вот такая рубежка. Будем таскать, балдеть осенью. Именно за грибами, в лес, в походы и так далее. Данную рубашку, ребят, брал в интернет-магазине компании Мимикрия. Вот. Ну, помимо интернет-магазина, естественно, есть во всех маркетплейсах. Там ВБ, наверное, Озон. Везде можно найти.
Вот. Самое интересное, ребят, что когда общался с менеджером, для меня сделали хорошую скидку. Вот. Ну, я разговорился, и менеджер такой классный попался, парнишка. Вот. И я говорю, ну, веду канал свой, там так и так. Короче, для вас, ребят, тоже небольшая плюшка. Промокод Новиков 10. Вам тоже будет скидочка. Ну, кому интересно, конечно. Ссылку в описании оставлю. Залетайте, помимо рубашек есть, конечно, много чего интересного, костюмы и так далее. Ну, естественно, различных расцветок, размеров и так далее. Вот. Так что, кто маньяк по камуфляжам, маньяк по такого плана одежды, именно что-то такого тактического, крепкого, вот, то заходите, смотрите, ребята. Все, пойду перезакинусь и, скорее всего, буду отдыхать. Что-то начинает вырубать. Покушал, пригрелся, красота. Сейчас в рубашку прыгаю и в спальник. Вот так вот спишь, тебе подъезжают прям в палатку. Да. 2 утра. Пойду перезакинусь туда, что. Раз такое дело. Дождик, ребятки, начинается моросить. Ночью, кстати, тоже был небольшой дождь.
Ну так я тут заночевал, так скажем, по-спартански. Нормально. Пойдет. Бывало и хуже, как говорится. Холодно было ночью. В спальнике тепло. Голова только мерзла. Я потом кофту наматывал на голову, а лысина не мерзла. И вроде как пойдет. Вот так вот. Неохота под дождь попасть, конечно. Та сторона, ребят, подсохла. Эта сторона чуть-чуть. Так, немножко обсушу. Самое важное, ребятки, это когда сворачиваетесь в палатку, старайтесь сухую складывать. Или по приезду обязательно сушить. Потому что палатка может задохнуться. Тут тем более 2 слоя у меня получается. Вот видите, да? Вот между ними конденсат какой-то. Когда сложите, продуху не будет. Придется дома поставить ее. Ну и обычно летом, когда хорошая погода, я во дворе ставлю солнышко. И все. Я собрал уже вещи все, ребята. Палатка подсохла. Не успел. Затянуло. Ё-моё. Ну ладно, что делать. Попробую переждать. В дождь тоже подниматься хреново. Разговариваешь, да? Тихо, 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 братан. Дай покажу тебе. Ох, какой мощный-то. Вон какой, ребят, красавчик попался. Что-то у него тут башка пробита чем-то. Хочу завесить, посмотреть сколько. Ну, килограмма, наверное, нету, ребят. Грамм 800, наверное, 900. Но это явно рекорд, ребят, по головлю, потому что таких я не ловил. Попадались на продольник, на миногу. Ну, вот прям что-то вообще, как будто красавец, на мой взгляд. Ох ты. Кило 30, ребята. Ну да, шикарный. Килограмм, блин.